Санкт-Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. В этом году главной темой форума станет основа многополярности формирования новых центров роста. Основная деловая программа форума разделена на 4 тематических блока, которые отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы и обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России. Делегацию Ингушетии, состоящую из представителей Кабинета министров, возглавит руководитель региона Махмуд Али Калиматов. В июле в Ингушетии пройдет Всероссийский молодежный форум «Торгим-2024». В программе мастер-классы, лекции, дискуссии и культурные мероприятия, а также конкурс проектов, где молодые ребята со всей страны смогут получить поддержку для своих идей. Регистрация на форум уже началась. Совет Федерации одобрил закон, определяющий в России понятие «Центр раннего физического развития детей». Центры будут осуществлять физическое воспитание и физическую подготовку детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, проводить мероприятия по оценке способностей детей к занятиям отдельными видами спорта, а также мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта и здорового образа жизни. Законом также устанавливается, что особенности деятельности центров будут определяться Министерством спорта по согласованию с другими федеральными органами исполнительной власти. После завершения действия программы льготной ипотеки на новостройки под 8% доступность жилья повысится, оно будет продаваться по разумным ценам. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, глава Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. По его мнению, массовая льготная ипотека вызвала значительный рост цен на жилье. В результате разрыв между стоимостью квартир на первичном рынке и на вторичном составил почти 50%. Одна из популярных льготных программ, запущенная в 2020 году, ипотека с господдержкой со ставкой 8% годовых, завершается 1 июля. Семейная ипотека, действие которой также истекает 1 июля, будет продлена до 2030 года. В этом году ЕГЭ сдают около 700 тысяч выпускников во всех регионах страны. Сейчас уже прошло 8 экзаменов, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Безусловный приоритет – это безопасность детей. Все пункты сдачи экзаменов оборудованы рамками и металлодетекторами. В части содержания экзаменов также есть нововведение. Исключена тестовая часть, добавлены задания на применение предметных знаний, на рассуждение, аргументацию и логику. Также Сергей Кравцов доложил и о ходе летней оздоровительной кампании. Всего организованным отдыхом будет охвачено более 5 миллионов 300 тысяч детей. Для них открыто 39 тысяч лагерей различных типов. На базе пожарно-спасательного колледжа в течение 2 дней пройдут соревнования по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов, включая пожарных МЧС и добровольцев. Соревнующиеся пройдут квест с пожарным оборудованием и поднимутся на башню. Скоро начнутся реставрационные работы на территории башенного комплекса Нижний Пуй. Башенный комплекс расположен в южной части Таргимской котловины. Над поселком возвышается боевая башня со ступенчато-пирамидальной крышей. На жилых башнях сохранилось много петроглифов. Ранее здесь были найдены неучтенные ранее подземные склепы и фрагменты барельефов.